Сдал шорты свои? Да. Зимой очень важно сдать шорты. У меня двое просто, думаю, зачем мне двое шорт? Одни место занимают, я их все равно не ношу. Маришка. Здравствуйте, Галина Петровна. Опять бахилы надел, да? Опять в бахилах пришел. Маришка, зайди в контакт, посмотри закрепленную запись. Тут должно появиться, да? Нет, А где? закрепленная запись. Началась, да, трансляция? Скорее всего, сейчас посмотрим. Так вспотела. Хотела? Бежала? Да. У тебя на шее флаг РНЕ. РНЕ? Черный, желтый, белый. Все, нормально, Идет трансляция Все идет, да? Да, можешь поприветствовать. Приветствую всех, кто смотрит нас в онлайн эфире. Сегодня мы начинаем экскурсию, очень необычную, с такого места удивительного, точнее с мероприятия, где проходит акция «Разделяйка». Организатор акции является экологическое движение «Зеленый паровоз». И прямо сейчас здесь огромное количество народу. Что делают? Разделяют мусор. Принесли мусор из дома, который неприятно выкидывать в отходы. Который можно сдать на вторичную переработку. Вторичную переработку. Может, мы к кому-нибудь из организаторов подойдем, Да. чтобы они в двух словах рассказали. Сейчас мы подойдем, да, и Пойдем посмотрим вообще, что за хаос там. давайте начнем экскурсию, она уже началась. Вот здесь Вот наши первые участники экскурсии. Все, кто в онлайн-эфире нас смотрит. Привет! С Новым Трансляция. годом! С Новым годом, со старым Новым Да, годом. Да? старый Новый год. Вот, и сейчас мы пойдем комментарии дать. У нас онлайн-эфире смотрим. Пойдемте. В двух словах расскажите вообще, что здесь происходит, чтобы... Да. Скоро уже 4 года, как мы на этом месте проводим разделяйку, раздельный сбор отходов, превращаем во вторсырье, то есть бумага, пластик. Ну, все, что здесь принимается, мы отправляем на переработку, а не на полигон, на свалку. Кроме того, у нас нужно сдать старую технику, это там Сергей, то есть, который он потом старые игрушки пластмассовые, то есть тоже не на свалку, а в дело уйдут. Здесь у нас булавка, можно принести старые вам ненужные вещи, игрушки, статуэтки и вообще даже всякие бусинки, не бусинки, вот какую-то вот такую красоту, которую вроде вашу некуда, а они потом в этом булавке распределяют, а из красоты вот делают красоту, украшения, например. А еще у нас тут есть вот сегодня у нас, наверное, экотоваров не будем мы продавать, потому что у нас, кто продает, она у нас уехала. Но у нас все экотовары, которые, это эко-мешочки, эко-сумки, щетки бамбуковые и так далее. Вот запасы выбелки. Сделать такую небольшую визиточку. Они на Карла Маркса, там недалеко от океана, Лиля. Это магазин без упаковки. Первый магазин в Ижевске, не первый в России, но первый в Ижевске, где можно все на развес, в свою тару. То есть как бы свои эти, со своим стаканчиком, со своим мешочком, а если нету, то там дадут. Ну как бы можно приобрести очень красивые, нарядные. Сейчас если успею, у меня есть выставка, могу показать, у меня в машине есть выставка, но видите, пока мы тут организовываемся, надо всем, чтобы все заработало. Мы, наверное, уже дальше поем, у нас просто... Кроме того, у нас еще получается это разделяйка зимняя последняя. Мы вот сейчас рекоператор заработал, посмотрим, что будет дальше, да? Но мы проводим эко-дворы. Эко-дворы это вот здесь разделяйка на одном месте, а эко-дворы скачут по дворам, ну как бы повсюду. И следующий эко-двор у нас пойдет через неделю, 20 числа в Первомайском районе. Адрес потом скажу, а в феврале тоже будет в разных других районах. То есть туда тоже можно дать и вторсырье, и это будет праздник. Поэтому приходите туда еще на экскурсию. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы давай уже везде ходим. Да, мы уже наблюдаем и поддерживаем тоже вашу Отлично. акцию. Все, ну не только акции у нас еще, ну как бы мы тоже поддерживаем разных
проектов. То есть мы все проекты поддерживаем друг друга. Да, нужно Все взаимоподдерживать, конечно. неравнодушные люди как-то друг друга Да. поддерживают. Мы находим, вот в Чудыр ездили, там есть неравнодушные люди. Сейчас говорят, ой, а в Болгары можно позвать? Ой, а туда можно? Я говорю, ну, и они зародились, и они сейчас у себя в селе тоже сделают что-то. Это очень приятно, когда есть какая-то отдача и что-то переломное. А вы радуетесь, что так много людей участвует в мероприятии? Мы радуемся. Но вот эти люди, они пришли, они целенаправленно пришли. Они у нас экопросвещенные уже. То есть они используют Теряевку как большой вторсырье, пункт приема вторсырья. А вот когда мы приходим в какой-нибудь двор, где выходят люди, говорят, да вы что, из бутылок можно сделать кофточку? Они очень удивляются, озадачиваются, задумываются, и потихоньку у них там процессы перевариваются, и на фоне того, что тут у нас еще мусорная реформа, да, я думаю, что мы, Ижевск, Удмуртия, станем лидерами в раздельном сборе, у нас все получится. Поздравляем вас. Ирина, Удачи. как вы считаете, вообще вот это движение, оно как праздник у вас такое каждый раз? Вот Ну, сами каждый раз, я думаю, своего рода вы понимаете, вот вы сказали, объединение. что последний. Я думаю, сегодня будет очень много народу, потому что это все равно пойти, куда-то прийти, поучаствовать, подпитаться энергией друг друга, заряжать, увидеть единомышленников. Ты не один такой дурак разделяешь, а нас много, и нас все больше и больше, да? И поэтому это вдохновляет на новые подвиги, вдохновляет на поиски новых. Каждый человек, он создан, чтобы сделать добрые дела. Кто как может, так и помогает, кто чем может. И вот, в принципе, каждый человек может всем помогать, но он выбирает то, что ему нравится, что по душе, и делает приятно людям. Это, мне кажется, заложено в каждом человеке. Только надо это открыть. Чем именно он может помочь другим? Ну и в первую очередь земле нашей, так ведь? Конечно, земле. Земля, которая страдает от этих завалов со свалок. Поэтому весной мы начнем чистые игры. Будем в виде конкурсов чистить игры раздельно. А там еще у нас проекты различные подтянутся. Вот еще один проект мы подглядели у других, елка в щепке. Нынче мы уже не успеем, но на следующий год, я надеюсь, в Москве да в Питере. Мы и в Ижевске проведем, только чуть-чуть пораньше начнем. Это получается утилизация новогодних елок, что ли? Ну да, берем елки, выставляем куда-нибудь. Я бы бегу. Спасибо большое вам. Здорово, спасибо большое. В пробелку приходите к Лиле. Обязательно сходим. Ну что, мы сейчас отправляемся дальше. Наша тема вообще сегодняшней экскурсии — это фестиваль. Пойдем отойдем куда-нибудь, где Ижевска. потише чуть-чуть. Да, здесь весело, шумно, много народу. Ну, мы пока пойдем на то место, где народу чуть поменьше. Пока, Наташ. Рад тебя был увидеть. вы увидите сами, куда мы отправимся сейчас. В общем, зайдем в подземный переход. Я надеюсь, там связь не потеряется у нас. Ты хочешь в подземный переход зайти? Да, или по поверхности можем пойти, но Ну, в смысле на ту сторону перейти? Да, Ну пойдем. перейти на другую сторону. Вообще, пока идем, скажу, что недавно совсем было Рождество, а сегодня, с сегодняшней ночи, на завтрашний день, кто-то празднует. Пока да. Сам звук есть? Да. Учился? Включился. Я не знаю, тут не видно. Надо на ютубе смотреть. Мы у нефтяного корпуса УДБУ. Для кого-то это не нефтяной корпус. Нефтяной корпус дальше. Даже газовый. Газовый? А вот это Это нет. второй корпус. Здесь филологи сидят. Историки, по-моему, тоже. А Макс, ты хочешь пешком пойти до площади? Да. Вроде он вчера говорил на транспорте. Просто к 2 часам, ой, скольки там, к 2 часам-то успеем. Да не обязательно там днем, там будут чиновники базарить, если еще можно к 3 идти. Нет, на площади же люди будут ждать, вторая встреча-то. Там пол второго ждешь. А, полвторого? Да, здесь час, там полвторого. Запад, ты думаешь? Думаю, да. Мне кажется, видно.
Не поняли, что за движуха, да? Два места встречи. Да круто ведь. Квесты каждый раз у нас. Еще совсем недавно мы здесь проводили новогоднюю экскурсию перед самым Новым годом. И кто был, помните, да? Мы здесь шли, дошли в бульвар Гоголя, и вокруг новогодней елки мы устроили игры. Вот. Гуляния, хоровод, играли в ляпки, бегали. Очень весело проводили время. Оп, тишина. Пропускают нас, да? Нас пропускают, да? Но мы сейчас пройдем дворами. Дабы сократить маршрут, время. Такой голос поставленный у него. А вот такие зазывалы раньше стояли на Первый улице. арт-объект, надо его снять особо. Почему Маришка не фоткаешь? Я пофоткала? Да. Тоже спали по колейне, лавки, кафе разные, созывали, стояли на улице, продавали пирожки с лотками еще. Выходили. Лотошник. Запутанная экскурсия сегодня, да? Ну, а что мы скажем нашим зрителям? Поприветствуем всех, кто-то нас сейчас встретит, или мы встретим их на центральной площади. Возьмем с собой, покатаемся на горках. Что? Банка? Ломоносова 19. Искать. Элементы фестивалей. Праздничные, да, арт-объекты. Ну, вообще, пока идем, об истории вообще празднования массовых праздников в Ижевске. Понятно, что отмечали у нас прежде всего церковные, религиозные праздники в Старом Ижевске. Новый год, Рождество — это были прежде всего религиозные праздники, церковные. Традицию Нового года к нам привнесли сюда скорее лютеране, то есть европейцы, которые жили в Ижевске. Рождество у нас было и православное, и католическое, и протестантское. Разной обрядности. Отмечали и другие церковные праздники. Ну а по поводу светских праздников, вот 100 лет назад у нас здесь в Ижевске впервые в 1918 году, то есть уже больше 100 лет назад, отметили 1 мая. Как вы думаете, где отмечали у нас 1 мая официально впервые в Ижевске? Отмечали его на той площади, к которой мы сейчас подходим. На Карлутская площадь. На Карлутской площади, да. Собралась тогда первая легальная массовая демонстрация. С завода вся демонстрация пришла и собралось торжество. Вот на том месте, куда мы сейчас идем. Это один из старейших фестивалей Ижевска, 1 мая. Он до сих пор отмечается ежегодно. Уже с другим посылом, с другой идеей. Вот мы сейчас переходим улицу Лихвинцева из студенческого городка УДГУ. Выходим на Карлутскую площадь. Кстати, площадь — это не только сквер Победы, вот это, да, ограниченный деревьями, а это еще и дома, которые по соседству, они тоже на территории Карлутской площади. И третий роддом, здание Госсовета. Что, мы сюда пойдем на площадь еще? Мы сейчас пройдем мимо нее. То есть заходить на нее не будем, мы просто посмотрим. Вот на этой площади собрались демонстранты 1 мая 2018 года.
Здесь на митинге выступали местные революционеры разных партий, и большевики, и эсеры, и даже иностранцы. Какая-то женщина. Здравствуйте, вы с нами? Здравствуйте. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь к экскурсии. Да, у нас сейчас экскурсия проходит, посвященная Вас праздникам, не догонишь. фестивалям Ижевска. Просто надо успеть тех людей поймать, а то они не поймут Они там. никуда не денутся. Да. Да, ну, смотрим на время. 13:21, у нас 9 минут осталось Так что не беги, до места назначения. не беги. Это не наш риск. Здесь рассказывал по поводу того, что 1 мая 2018 года здесь собралась массовая демонстрация рабочих Ижевска. Ну, не только рабочие здесь пришли сюда, все и служащие, и даже военнопленные оказались здесь. Пленные немцы, венгры выступали здесь с трибун, призывали к освобождению труда. А сколько нас смотрят сейчас? Все радовались. Не знаю, тут не показывают. А сейчас в наше время здесь проходит 9 мая у нас, День Победы, ежегодно, возложение вечного огня. День начала войны тоже. Да, правда. 22 июня тоже Парад. у нас отмечают. Небольшой эту дату. парад делают. Правда, уже не как праздничная, да, то есть она не совсем праздничная, Ага. скорее памятная дата Да, да, в истории города. Ну, кроме того, День пограничника, День военно-морского флота, какие-то профессиональные праздники, связанные с армией и флотом, отмечаются тоже здесь у Вечного огня. То есть это место с 60-х годов стало то, куда можно приходить было и собираться. Бывшим военнослужащим и ветеранам. Улица Коммунара. Бывшая улица 10-я, она же улица Бедноты. Это счет с тех же улиц, которые за реки, что ли? Это счет Или- отдельно на горной части. А, другой Ижевска, счет. да. На горе была своя нумерация, в Зарике своя отдельная. Что? Ага. Мы сегодня не успеваем бежать за вами с камерой. Кстати, пользуясь возможностью, делаем объявление, что одна из ближайших экскурсий будет, давайте здесь перейдем, будет посвящена тому, что каждый из нас будет снимать видеоролик во время экскурсии. У меня iPhone. Это же хорошо. Длина ролика не имеет значения. Важно творческий подход применить во время экскурсии и индивидуальный взгляд на один и тот же процесс. Каждый воспринимает и видит через призму телефона видео. То есть видео будет продуктом конечным. И потом мы презентуем совместно и проведем просмотр видеороликов. Но это уже Рассказов Елизаветы Порфировой «Туман над прудом». Кто не читал, готовьтесь к экскурсии. будет много вопросов. Да, чтобы знать сюжет и обстановку, пространство, где происходит действие самих рассказов. Мы не будем захотеть? Нет, уже нет времени. Вот, ну и опять же, по пути вспомним, какие же праздники и массовые фестивали проходят у нас здесь, в центре города, на центральной площади. Ну, помимо официальных торжеств, таких как 1 мая, который, кстати, является официальным выходным днем в России, 9 мая, День Победы, День города,
отмечается у нас с 88 года. И изначальная цель была объединить всех горожан, познакомить людей друг с другом. Сейчас у нас День города отмечается 12 июня, в День России, кстати, в эту же дату Дня России. Ну и связан во многом с основанием Ижевского завода, оружейного завода. В июне началась закладка оружейной конторы 1807 года. Собственно, эту дату решили взять у нас в празднование Дня города. И в тот день, в 1988 году, 12 июня, то есть это уже годы перестройки, позднесоветский период, собралось огромное количество народа, собралось впервые отметить День города в Ижевске. Устраивали мастер-классы, проводили видеофестиваль, посвященный Ижевску, игры, концерты, спектакли, спортивные состязания, которые, кстати, проходили на том месте, где разделяйки сейчас проходят. Так что преемственность, она жива. Вот, кстати, давайте вот, пока есть время у нас, сразу же посмотрим на табличку, и мы здесь знаем, что уже есть 3 ошибки в этой табличке, да? Первая ошибка, то, что расстрелянного. Должно быть 2 «с» в слове расстрелянного. Вторая, должна стоять запятая после Ликвинцева. Вот. Ну и третья ошибка фактологическая, то, что белогвардейцев в 18 году у нас здесь еще не было. То есть у нас здесь были повстанцы, которые белогвардейцами себя в то время не называли. Ну а мы переходим дорогу по самой главной оживленной улице города, где ежегодно проходят демонстрации на протяжении полувека. Опа, аккуратно. Несколько раз в году перекрывают улицу Пушкинскую, в том числе на Новый год ее совсем недавно перекрывали. И вот здесь, прямо у здания Дома правительства, на нем проходило световое шоу. Такое в Ижевске было впервые, пожалуй. Когда транслировали прямо на здание визуальные эффекты анимации. Смотрелось очень красиво. Ну и ежедневно здесь были салюты, устраивали концерты. Праздник удался на славу. От Нового года у нас здесь еще стоит главная новогодняя елка, собственно, на центральной площади. Уже более 30 лет здесь ее устанавливают на центральной площади Удмуртской республики. И ледяные фигуры. К счастью, в этом году множество фигур доступны для всех. Вот, давайте посмотрим. Такой вот лабиринт, надо залезть сюда. Оп. А здесь вылезти. Оп! Ой. Пойдем вторую партию людей заберем. Часть наших экскурсантов сейчас заберем. Вот такая вот шикарная ледяная горка. В создании ледяных скульптур участвовали те же самые авторы, что и в создании удмуртского льда. В организацию удмуртского льда, поэтому здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Сейчас мы еще дождемся, здесь кто-то идет. Вот, ну а пока собираемся, мы посмотрим на вот это вот зрелище. Посмотрите, как в цвете солнца красиво выглядит. Красиво смотрится площадь. Здравствуйте. Отлично, да, здорово. У нас экскурсия идет. Мы сейчас идем с разделяйки. Вот, и по пути мы уже кое-что посмотрели, точнее, пока рассказали только. И пока ждем еще людей. Мы смотрим центральную площадь. Здравствуйте. Добрый день. Со
Старым Новым годом всех, с наступающим, с Новым годом по старому стилю. Это тоже какой-никакой, но праздник, еще один повод отметить и продолжить наши торжества, да, зимние, новогодние. Вот поэтому мы сейчас такую зимнюю арт-экскурсию посмотрим. Вообще Ижевск уникален тем, что именно здесь можно увидеть одновременно множество, десятки, а порой даже сотни ледяных скульптур по всему городу у нас разбросано. Далеко не каждый российский город может похвастаться таким богатством украшения. То есть, если мы посмотрим где-нибудь в Барселоне или в Лиссабоне, или в Стокгольме даже, в каких-то других европейских городах, ежедневно проводятся арт-фестивали, арт-экскурсии, посвященные местным празднествам. У нас в Ижевске тоже, к счастью, появилась эта традиция, но вот с нашей спецификой, с нашими морозами, со льдом решили устраивать вот такие вот торжества. Но на протяжении многих лет, как я говорил, у нас сооружают ледяные скульптуры на центральной площади, и каждый из вас, я думаю, катался в свое время или бегал вокруг этих вот ледяных скульптур. Вот, у кого-то какие-то воспоминания с этим наверняка связаны, можете поделиться. Вот. Кто как проводил время в детстве на ледяных горках здесь. У тебя, Андрей, какие-то есть воспоминания? Вот наш сегодняшний ведущий. Да, давай. Но я помню, что первый раз меня родители отпустили на центральную площадь одного погулять. И мы с друзьями сюда приехали в новогоднюю ночь, получается, в 2000 году. И впервые в жизни я увидел здесь негра тогда. И для меня это был вообще шок такой. Я думал, как это такие люди вообще существуют. И вот самое такое, наверное, первое воспоминание, которое у меня всплыло. Вот. Здорово. Но лично у меня воспоминания связаны с тем, что с классом мы приезжали сюда в Ижевский цирк из Можги. И нас привезли сюда, это был 8 класс. Нас привезли сюда на горки. И вот мы катались здесь, бегали в лабиринте. Я помню, тут лабиринт ледяной был. И это было просто удивительно. Хотя в нашем городе, в Можге, тоже были скульптуры, правда, они не ледяные, а из снега были. Такие огромные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, там, снеговиков каких-то. А здесь просто сама вот эта фееричность, она, конечно, удивила. Ну и помните, что вот здесь вот тоже были скульптуры, вот с этой стороны ставили. Видимо, места меняются или создается какая-то единая концепция ежегодно. То есть эскизы предлагаются сначала, потом художники и скульпторы одобряют все это, и как будут располагать это, смотрят заранее. То есть не хаотично ставят. Естественно, Дед Мороз с Снегурочкой должны быть в центре, встречать гостей перед новогодней елкой. А особенность, кстати, нынешнего городка ледяного, то, что вокруг елочки у нас построили целую крепость, и вот такая вот ледяная стена выстроилась необычным образом. Подойдем к ней? Я думаю, у нас уже большинство экскурсантов собралось. И сейчас мы подойдем к главной новогодней елке, да, дабы у нас сегодня очередной Новый год. Авторов сегодня увидим, да, ведь этих ледяных? Авторов увидим, но руководитель всего этого Анфим Ханыков, один из участников творческого проекта ТВ Дача. Мы, возможно, даже сегодня удастся с ним пообщаться. И организатор фестиваля «Удмуртский лед». Да. Инициатор. И один из руководителей фестиваля «Ангелов и Архангелов», который тоже сейчас проходит в Ижевске. Начинается. Вот такая ледяная стена, крепость. Макс по вкусу пытается определить, откуда лед. Какой пруд. Да. Поваренка.
она прозрачная, потом как-то делают еще, если он не полностью прозрачный. Да? Я не знаю. Так, а вот с этой горки скатился в Новый год один герой у нас. Может, он повторит этот Он трюк? сейчас с нами. Да, может, продемонстрирует. Просим! Александр Конигин скатился на ногах с вот этой горки. Он поразил нас своей феерией. Ну, а для многих, наверное, любимая фигура — это ванна, да? Она также вот здесь есть на центральной площади, есть детская и взрослая ванна. Да, в нее скатиться, а выбраться довольно трудно из нее. Иногда приходится ждать кого-то, чтобы вытащили оттуда из ледяной ванны. Так, ну, а сейчас мы направляемся к водонапорной башне, который известен еще как музей воды в нашем городе. Там уже стоят? А сейчас мы проверим. Вообще там уже началась тоже установка и планируется в рамках фестиваля ангелов и архангелов установить там тоже ледовые 19-го структуры. открытия. О, здравствуйте. Так, привет. Почему? А вы кстати? Напротив. Мы все ваши фотографии посмотрели, классные фотки. Молодец. Так, Максим, 4300 экземпляров всего. это та самая книга, да? Не знаю, та самая. Вот вы взяли, да, ее? запечатлейте Нет. видно. Это Вот книга. Передача артефакта во время экскурсии. Вы все видели это вживую. Спасибо. это как раз, Почитаем. ну, издание там, я не знаю, Это подарок или почитать дал? подарок. 83-й год. О, здорово. Спасибо Это как большое. раз 425 лет присоединения. Здорово. Один из юбилеев отмечался тоже, кстати, на этой центральной площади. Вот к тому времени уже у нас был установлен монумент дружбы народов, так ведь, из знаковых памятей. 83-й год, конечно, уже 11 лет как монумент стоял. Тем не менее, книга очень знакова. Вот это тоже уже историческая литература. Спасибо, Сергей Спасибо, Геннадьевич. Сергей. Спасибо. На здоровье. Мы сейчас направляемся в водонапорную башню. Вы с нами? Пойдемте. Ты убери книгу-то, руки замерзнут. Вон дай кому-нибудь, Маришке. Можешь, Саш, пока положить на рюкзака с собой? Спасибо. Вот посмотрим сейчас, тут стоит такой большой забор. Совсем скоро здесь планируется создать благоустроенную площадку с фонтаном. И причем планируется здесь так называемый сухой фонтан соорудить, где будут струи подниматься вверх, и между ними можно будет ходить, не промокнув. Вот, струи воды, понятно. Ну и какие-то разные игровые зоны, торжественные площадки и так далее. Вот все это планируется здесь. Ну, это проводится в рамках реконструкции центральной площади. Когда открытие площади будет? В следующем году, А проект уже опубликовали, да, в в интернете? этом году, Проект уже есть в проект интернете? есть реконструкции площади, но как в конечном итоге пока еще не знают, будет выглядеть все это. Потому что есть генеральный план, а есть итоговое завершение. 19 или 20 год? Судя по всему, 19-й вот эта зона будет. В 2020 году будет другая площадка, еще ниже. И затем еще вот верхняя зона будет перед домом правительства. То есть поочередно будут реконструированы зоны. Вот, ну, кроме того, вспомним, что именно здесь, на центральной площади, зимой проходит у нас один из самых больших фестивалей. Это пельменный фестиваль. Как мы знаем, Удмуртия у нас является родиной пельменей. Именно этот бренд стал за последние годы у нас одним из самых известных, знаменитых в России. И теперь даже и в мире. У нас 236 тысяч пельменей уже съедено по официальным данным. То есть
ведется счетчик специальный, и каждый из нас может в этот счетчик внести пельмени, которые вы съели. Вот. Но при инициативе Министерства национальной политики, творческой студии 8 человек у нас организуют вот такой вот пельменный фестиваль. Вот здесь с огромным количеством народу. И даже туристы приезжают. С 1 по 9 февраля в этом году пройдет уже пельменный фестиваль. Обычно вторая суббота февраля проходит. Из других городов, из других регионов приезжают к нам в гости. Пельмен-фест стал очень популярным у соседей наших, и даже не только соседи, да, даже иностранцы уже были на нем. Итак, мы подходим к водонапорной башне, но перед этим еще пару слов, почему именно здесь проходят у нас массовые праздники. Во-первых, площадь, она открытая. Именно цель площади — собираться большому количеству народу в одном месте. А традиция эта появилась еще здесь больше, чем 100 лет, то есть еще до революционных времен. Именно здесь, на Михайловской площади, как тогда она называлась до революции, проходили массовые торжества в Ижевском заводе. Сюда приходили студенты, военные, офицеры, обычные рабочие, гимназисты. И собирались здесь по разным поводам. Например, в 1912 году именно здесь отмечали столетие Отечественной войны 12 года. Вот на этой площади. Тогда, естественно, здание центрального универмага, других построек здесь не было. Площадь была открытая, хотя дома стояли отдельные. Были деревья. Но это вообще площадь считалась такой технологической, да, то есть здесь хранили ложи, приклады, которые сушились под открытым небом или в специально сооруженных сараях. На месте верхнего фонтана стояло несколько казарм для солдат военных, но остальная территория была свободной. В принципе, здесь можно было развернуться большому количеству народа. Вот. И, по сути, площадь Михайловская была самой большой, но самой необустроенной в Старом Ижевске. Вот, огромная территория. И фактически центральная площадь нынешняя, она является преемницей той старой Михайловской площади. Хотя Михайловской сейчас называют территорию рядом с Михайловским собором. То есть она так компактно сохранилась, вот эта территория, и носит то же самое старое название, которое, она еще Красная площадь называется. Так, ну вот, пришли, давайте здесь пойдем. Как вам сегодняшняя экскурсия, Мария? Сегодня чудесная погода для экскурсии, солнечно. И не холодно. Даже руки почти не мерзнут. Здравствуйте, простите, мы вас на минуточку отвлечем. Приехал. Привет. Как создаются стены, структуры. Вот нам повезло увидеть, как вы сейчас. Это самый начальный этап. Вы складывать будете одна на другую? Готовится материал. Вот сейчас срезается шуба или сало, еще называют Сало. скульпторы между собой. То есть вот эта верхняя часть льда, которая такая матовая, мутная, она некрасивая, непрозрачная. Ага. Потому что вот сверху лежит, да и снег падает там, и потом намерзает. Дальше вот он уже прозрачный. А откуда этот лед привезен, если не секрет?
Куда-то с водоем, по-моему. Пучанского пруда. Заявского района. Пучан сказали, Пучан. Пучанский пруд. Лучше. Ижевского Вы уже там были водохранилища. возле храма, да? Сейчас Еще нет, идем сейчас туда. пойдем туда. А вы автор? Какой работы? Вот эту работу будут делать вот эти две очаровательные Вот девушки. этот вот весь лед, весь наш. Я делаю там возле храма. А у вас какая фигура там? Там вот я начал ангела делать с крыльями. Ага. возле. А назовите ваши имена. Меня зовут Виктор Яковлев. А вы откуда? Я работаю в Малой Пурге, Ага. в школе искусств. Здорово. А А вы, девушки сами представятся нам. девушки, расскажите, кто вы. Ну, я Лера Асташова, Сыктывкар. Здорово. Сыктывкара. Здорово. Я Здорово. Татьяна Зыкова, я из Ижевска. А вы, Работаю в Институт искусства и дизайна. а вы как соединились в пару? А? В пару как вы соединились? Сыктывкар и Ну, мы Ижевск. коллеги, мы познакомились на симпозиуме на летнем. То есть мы общаемся, дружим. Круто. Вот и так у нас. А у вас получается. уже совместные работы были? Совместные, да, были. У нас работа совместная на нашей набережной, фестиваль стрит-арта. Вот, у нас проект «Глаза» наш проект. Там глаза Моны Лизы в самом начале, потом Да-да-да. Стив Джобс, Пол Маккартни и Эйнштейн. У Здорово, нас знаем 4 эти работы, да. Четыре пары глаз. Очень А приятно. скульптуры здесь будут стоять или внутри башни? Скорее всего, будут не внутри башни. У нас сегодня первый рабочий день. Еще только начинается все. А вы сегодня закончите? Ну, вы должны. Ну не сегодня, у нас Должны еще есть закончить. несколько дней. А вы кто Мы такие вы? культурно-исторический клуб. Экскурсии по Ижевску. Клуб называется «Антей». Подписывайтесь в нашу группу. Вы из Руководитель. Ижевска, да? Все Ну, ижевчане. почти все. Здорово, Да. здорово, отлично, приходите. Мы третий Да. год уже Мы сейчас изучаем знакомимся город. с культурами. Сегодня у нас такая арт-экскурсия. А сегодня открытие на Мы набережной, сейчас знаете туда, про это? у нас цель будет дойти. Ну, в 2 часа начинается там все. Максим Блинов, Там очень руководитель красиво. нашего клуба. Подписывайтесь. Хорошо. Кик Антей, экскурсии по городу. Там много разных событий у нас тоже. Хорошо. Спасибо вам, Приятно, удачи. радостно. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Успехов вам творческих. Спасибо. Спасибо. Все, не будем Спасибо. ждать. Башня открыта, получается, будет? Она будет открыта, но она будет открыта вот пока, ну, имеется в Фестиваль. виду, пока рабочая тут ситуация, а открытие будет 19-го. Вот, и тогда уже вся экспозиция будет готова, и можно будет ходить, смотреть, конечно же, общаться, фотографироваться. Это в рамках фестиваля «Ангелов и Да, Архангелов» конечно, тоже, да, так да, это да. проходит? Удмуртский лед на набережной, а здесь ангелы-архангелы. Давай, Лера. Не, подожди, так ты... Нормально? Нормально. Ну-ка еще раз попробуй, Лера. Этот, понимаешь, если тебя все равно скруглять, я решила, что вот этот угол заровнять. Так. Вот, например, вот эта сопля, вот что это за... Это было запланировано или нет? Что запланировано? Встретить. Кого? Мастеров? Да. Да, конечно. Сейчас еще встретим. Это только начало встреч. Саша, ты же поздоровался? Нет. Сейчас подошли к водонапорной башне, посмотрим на нее вот отсюда. Вид у нее довольно интересный, своеобразный. Дело в том, что на центральной площади это самая старая постройка. Она дореволюционная, единственная сохранившаяся с дореволюционных времен. 1915 года построена была в стиле готика. То есть, если мы обратим внимание, здесь такие остроконечные и круглые оконцы, напоминающие бойницы замка средневекового. То есть где-нибудь в Германии и точно в Центральной Европе мы можем такие вот подобные башни видеть в замке. То есть служила башня для обеспечения населения на горной части Ижевска водой. Именно тогда у нас впервые появился водопровод. Люди воду из-под земли брали, из родников, собственно, которые протекают здесь повсеместно. То есть у нас копнуть буквально метра два до поверхности могут быть да. Находное расположение, то есть на вершине горы, очень удобно для снабжения водой. Вот. Долгое время она служила именно для этой функции. Но
советское время и даже до начала 2000-х она использовалась с этой целью. Сейчас по праздникам, кстати, если обратить внимание, там есть металлические такие выступы и цепи отдельные на этой башне. Ну вот, например, оконце, которое третий этаж, там видно цепь такая слева, да, видна. Вот это используется как зацепка, крепление для альпинистов, которые ползают по вертикальной стене. Сейчас она является памятником архитектуры регионального значения. Ее хотели сносить, да, но, к счастью, наши градостроители отказались и сохранили этот памятник. И несколько лет назад в ней разместился музей воды. И ребята из творческого объединения ТВ-Дача собираются здесь и ежегодно проводят здесь различные выставки, в том числе и водяных скульптур зимой. Причем скульптуры из льда здесь стоят дольше всех в этой башне. Они стоят здесь до начала мая, потому что температура в башне, она долго сохраняется постоянно, и даже весной там холодно бывает, прохладно. Ну а летом свежо, можно зайти посмотреть, если там открыто будет. Так что приходите в водонапорную башню. Да, во время экскурсии мы ее посещали несколько раз, очень интересно. Вообще уникальное выставочное пространство. Водонапорные башни очень часто используют именно для выставок по всему миру. Там куда это был? Первое, что мы видим, это лед из пруда, из Печанского. Привезли вот такими глыбами сюда на площадь. Ну, может быть, из Ижевского пруда, потому что в этом году решили, как, кстати, и в прошлом, использовать половину льда из Ижевского пруда. Ну, поэтому давайте узнаем, как идет процесс и во что дальше превращается этот лед. В этом году у нас проходит 8-й фестиваль ангелов и архангелов. Начался он в 2012 году, тогда прошел первый фестиваль, и было всего несколько скульптур. 3 или 4 скульптуры, они стояли на роднике имени Пригова, рядом с творческой дачей на речке Карлутке. Но епархия поддержала тогда эту инициативу, поскольку все-таки православные образы так или иначе воплощены в этом были, и даже осветили эти скульптуры. Вот. И впоследствии предложили как площадку использовать и территорию вокруг Михаиловского собора. И нынче у нас вот уже 7-й год подряд здесь выставляются скульптуры. Ну, кстати, не только здесь, они и внутри водонапорной башни, то, что мы сейчас видели с вами, и на том же самом роднике имени Пригова, на творческой даче, также там тоже стоят скульптуры. Вот. Ну, а мы посмотрим сейчас, какие здесь уже есть.
совсем скоро начнутся крещенские морозы, и обязательно нужно сюда прийти, посмотреть на эти скульптуры вживую. Видите, здесь внутри пузырики льда, да? А когда будут крещенские морозы, будет ясная погода, холод стоять, будет очень ярко светить солнышко, можно будет посмотреть на эти скульптуры, и они будут, только контур их виден, то есть они будут прозрачные, настолько, что будет виден только их контур, и словно ангелы действительно живут на небесах, если посмотреть сквозь скульптуру. Вот, и поэтому будет очень выразительно. Вот, но сначала фестиваль назывался просто «Фестиваль ангелов», затем от церкви служители предложили назвать его еще и «Архангелов», потому что главным покровителем Ижевска у нас является Михаил Архангел. Это предводитель небесного воинства. Вот, ну и, соответственно, покровитель Ижевского завода и всего города Ижевска. Максим, я предлагаю по часовой стрелке пройти. Тут хорошую композицию сделали и с шариком, и там тоже. С шариком? Да, шарик с той стороны. Ну, давайте, пока не отошли отсюда, посмотрим глыбы, да, вот какие привозят сюда. То есть мы видели, как их везут. Вот там вот краном сейчас их выгружают из кузова. А здесь вот как они уже уложены. То есть совсем скоро их будут здесь преобразовывать в скульптуры. Может, пройдем. С этой? Ну, пойдемте в ту сторону тогда. Еще участники присоединяются к нам. Привет, Варвара. Лыс. Привет, Слава. Здесь база прошлого года. Указаны названия и имена авторов скульптур, которые участвовали в фестивале ангелов и архангелов. Вообще ежегодно фестиваль приурочивают к крещению, которое начинается 19 января, то есть совсем скоро. Поэтому официальное открытие площадки будет через неделю здесь проходить. Скульптуры, кстати, освещены и фактически являются иконами в объеме. Ну, здесь не ледяная скульптура, да, здесь фигура ангела, такая вертеп. Ну, такой предрождественский вертеп. Каждый может фотографироваться. Перед Новым годом установили несколько объектов вокруг Михайловского собора, украсили гирляндами. И особенно вечером территория смотрится очень живописно. Но, пожалуй, пиком всего этого, главным объектом является поющая елка здесь, которая день и ночь здесь, денный и ночный, как говорится, да, поет, исполняет церковные песни. Это сделала Ольга Едомина, знаменитая ижевская художница, поэтесса, и общественный деятель. Олеша. Ольга Едомина. Олеша. Это ее работа? Да. Она же, наверное, будет делать еще. Это Возможно, уже, судя наверное, по всему, это уже закончено, скорее всего. Да ну, Скорее всего, закончено. Ты прошлогоднюю ее я просто не видел работы. Так что это как бы, ну, уже хороший Ну, опыт. нет, в прошлом году тут тоже был, и они были закончены. Нет, она в прошлом году делала на набережной. Ее мотивы, И там был волк, но это было просто как будто, подобные, такие маски. ну, я далек, в общем, от ее искусства. Да, здесь сова, судя по всему. Пошли дальше. Да, она, кстати, второй год подряд участвует в этом фестивале. Видим новогодний друг. Архангел изображен на этом шаре. Все посмотрим.
здесь. И здесь, и там, везде. На набережной тоже встретим. Возможно. Телепорт. Я везде. Там мой двойник был. Но это еще не вся. Спереди у нее еще будет неволе, правильно назвать, да? Младенца держит. Спереди еще представить надо. А как прикрепляются? Да, как прикрепляются куски льда? Они не отвалились. Скотч. Очень такой дефицитный клей, называется вода. То есть это тонко-тонко. Да, очень ровно, плоскость сначала выравнивается. Потом, ну, например, надо сверху положить. Подготовить надо сначала специально такой терочкой. Вторую плоскость, а потом просто водичка проливается, и все замерзает. Погода делает свое. Ну сейчас не так холодно, что прям... Ну, минусовая, это уже хорошо. Минусовая температура есть. Ну, да. Другой вопрос, чем холоднее, тем быстрее приклеивается. Можно сверху, можно даже сбоку клеить. Здесь всякие разные элементы. А как давно вы этим занимаетесь? Уже давно. Сколько лет? Но если лед непосредственно, наверное, 4 года. А так скульптуру уже давно. А вы в доме ремесел, получается, работаете, нет? Работаю в школе искусств. А, в школе. А, да, Я вы всему говорили. этому учу Да, тоже да, да. детей. Да. А в Малой Пурге стоят у вас ледяные скульптуры? Да, перед школой тоже и на площади. Молодцы. В какой школе искусств? Малопургинская школа искусств. Вы директор? 30 километров. Директор там? Директор у нас музыкант. Ага. Я художественным отделением заведую. Руководитель. Да, Молодец. Удачи Но вам. до этого я работал в Увинской школе. Ага. 23 года там отработал. Вот мне ваше лицо очень Сейчас знакомо. меня вот сюда пригласили. Понятно. Здесь совершенно новая школа, новое отделение. Вот, художественного отделения не было. Открыли, вот организовали уже 5-й год. Понятно. А я в Можге директором была, Инна Шкралик у меня работала. Все, я тоже вас Я помню. тоже вас помню. Да-да-да. В музее вы работали. Я говорю, Мы с вами в Уве встречались. да. Да. Удачи вам. Спасибо. Молодец, очень рада. Пока. Счастливо. Спасибо. Заметьте, что пилы штиль. Там ижевского производства. Штиль? Штиль. Это ижевский, что ли, думаю? Ну, вроде в Ижевске же делали на ИМЗ. По-моему, Нет? нет. Не-не-не, ты чё, штиль это... Штиль. Фирма штиль. Не... Да, это европейская. Да. Да. Может, по франшизе делали? Может, по франшизе был период, когда делали, да. А вот это вертеп, кстати, первая скульптура, которая здесь появилась еще неделю назад. В глазах ее начали делать сам Ким Ханыков. Да? Это не я пою. Как не ты? Буквально на 2 минуты посмотреть внутреннее убранство храма и погреться. Вот кто как за. Ну, посмотрим вертеп сначала и зайдем погреться. Посмотрим, как устанавливать ледяные. Дерево, из камня, из разных материалов, из металла тоже делает, ну и изо льда, конечно, является одним из руководителей, вообще, пожалуй, руководителем всего этого процесса и одним из лидеров творческой дачи, как объединение. Кстати, одна из его работ, Иисус, изображение Христа, стояла недавно на выставке, вот там вот Колизей, выставка «Трагедия в углу» проходила, там тоже была его работа. Там, в ад, где человек заходит. Вот, ну давайте зайдем. Мимо поющей елки мы идем в храм. Три елки. Что, еду бы приносили, да? Просферы. Какие-нибудь подношения делают?
роз живых сделали вот эту вот интересную композицию. А здесь дары волхвов, которые пришли к младенцу Иисусу, когда он только родился, появился на свет. Такое вот изображение вот мира ладно. Рождество 7-го. Здесь огромное количество народа, просто очередь стоит. Давайте к старинной иконе подойдем. Что это такое? Старинная икона. Сейчас расскажу. Эта икона уцелела. Подождите. Все приближены. Эта икона уцелела. Погромче говори. Эта икона уцелела, единственная, ну или точнее одна из немногих от старого храма Михайловского. Когда разрушали, среди обломков ее удалось вытащить, достать фактически. Это чудо, что Да. взрыв не взрывом. Здесь изображен Она самый не всегда здесь стоит? Всегда здесь Она стоит? постоянно здесь выставлена. Вот это, кстати, предел, освящен в честь царицы Александры. Это покровительница Александра Федоровна, жена Николая II была. Вот здесь выставили в этом пределе, в левом пределе храма Михайловского. Она чудотворная считается. Ну, чудом спасена, да, икона, которая она как бы сама является чудом, несет также это чудо. Вот, кстати, в музее в национальном еще сохранилась икона Михаила Архангела, тоже из Михайловского собора. Кто-то из верующих просто ее вынес, спас, и в советское время ее перенесли в музей, уже сохранили таким образом. Там она лежала в коллекциях, и иногда по праздникам ее выставляют уже в Национальном музее, одну из икон. Так, ну что, пройдем дальше. Правый предел храма, освященный в честь Николая Чудотворца. Освященный в честь Николая Чудотворца, покровителя Николая II, нашего императора, последнего императора России. Ну все, пойдемте. Дальше. Интересная вифлеемская звезда, подойдем к ней. Уже, по-моему, мешок. Дождались, когда машина уедет, да? Здесь участвуют мастера из Завьялова, из Ижевска, из Минского района, из Эстонии участвуют мастера. Что там? На набережной. Едет к тебя на универсиаду? Где? В Красноярск? Да, едет. Да? Я просто звонил тоже, сказали, уже мест нет. Серьезно? Да. Ты хотел? Хотел, да, у меня знакомые едут. Видим буквально несколько человек, которые здесь работают на площадке, потому что основной процесс идет на набережной.
мы туда сейчас переместимся. Хорошо. Но здесь мы видим, что уже несколько скульптур готово. В течение недели здесь можно будет приходить и смотреть, как делают мастера, и даже можно помочь присоединиться здесь к этому процессу. То есть буквально какие-то небольшие работы, здесь можно попросить добровольно прийти помочь что-то сделать и попробовать себя в роли скульптора по льду. Ну, по поводу скульптуры, как говорят, что это салют, застывший во времени. Скульптура, причем ледяная скульптура, она буквально 2-3 месяца будет здесь стоять, потому что она растает совсем скоро. То есть, когда создается скульптура, это такое произведение, вот, если мы на салют смотрим, восхищаемся 2-3 секунды, он тает, то скульптура, она формируется, застывает вот так, как салют, а потом изо льда она точно так же тает, но все это происходит гораздо медленнее, чем, собственно, вот эта вспышка. Вот, скульптуры из дерева, они, конечно, более долговечные, а изо льда они временные, поэтому их достоинство в том, что мы можем насладиться этим как на время, и запечатлеть это в своей памяти. Так, ну что? Зря в прямом эфире сказал. Удалит из друзей еще. Мне кажется, она даже не будет смотреть репортаж. Она занята фестивалем. Маришка поет. Давайте вспомним, что такое вертеп и что там изображено. На вертепе изображают сцену рождения младенца Христа, Девы Марии, и пришествие волхвов или каких-то других персонажей из Нового Завета, из Евангелия. Вот, причем вертепы сооружались в средние века по всей Европе, и у нас на Руси они тоже их создавали. Это были своего рода театры. Через вертеп, вот главную сценку, обыгрывали сюжет из Евангелия. И прежде всего на Рождество, конечно, это ставили. Все люди активно в этом участвовали, дети участвовали в этом. Иногда кукол туда еще вводили, каких-то ручных кукол, поэтому это было своего рода таким первым народным творчеством. Вот то, из чего у нас появился театр, родился именно вот из этого жанра. Здесь? Ну, давай. Где ее видно? Вверх. Простите, пожалуйста, а можно мы сфотографируемся? С вами. Групповой снимок. Можете тоже встать. Еще кучнее, наверное. Ходим? Точнее, это как обнимашками? Весело, весело. Встретим друг друга. Эй! Потому что надо Давайте обнимемся. кучковаться, греться. Греться. Привет, привет. Может, надеть перчатку, Андрюх, на камеру? Давай вот так вот. Чтоб Не, теплее не надо. было. Тепло-то там откуда будет? Перчатки? У нас-то перчатки для того, чтобы тепло от тела сохранять, а ну телефон-то да. холодный. Ну да. Так как батарея. Так она холодная. Надо, наверное, придумать обогреватели для айфонов. Да. Русские есть сейчас такие, такие есть? встраивают прямо в этот чехол. Ага. При этом такая тонкая пластина обогревающая. Или горчичники ставить ему. Здесь, видимо, культура еще в процессе, да? Но она Уже с деньгами. То есть я
Так, сразу видно, кто слился. На машину пересел. То есть возвышение духовно-нравственного состояния человека в таком виде. Судя по авторской задумке, здесь что-то еще будет. Причем, смотрите, вверху, слева и справа можно увидеть такие крылья, да, и они разные. Справа еще не ошлифованная, слева уже такая вот прозрачная. То есть в разных видах. Теперь спускаемся вниз, собственно, на набережную. 2 часа, уже 10 минут назад. А что там, Саш, какая программа на открытии не смотрел? Там 3 вербное воскресенье. О, потом круто. электронная музыка. Круто, круто. Проект, там, Инсайдиган и Светоч, какой-то проект из Москвы. Электронный, там какой-то смешанный. Мы, наверное, не доживем, или нам нужен будет перерыв где-то? Ну, перерыв сделать, я бы хотел так и Светоч послушать, что это такое. Ага. В смысле, лайв будет играть, что ли? Или... Ну да, выступать. Там дискотека сертификат. Погреться где-то. Кстати, вот эта площадь, да, по которой мы сейчас идем, Красная площадь, она тоже местом праздников и торжеств во все времена была, но особенно пик здесь был в 20-е годы, начале 30-х. Здесь собирались все демонстрации, двигаясь по улице Карла Маркса, вот на этом месте. Что, вы недавно сняли родник на откос? Вчера? Вчера? Да. А описание на сайте почитал, там из книги Туганаева, там написано, нитраты в 3 раза превышены. А я ее 20 литров вчера принес. Так вот, да, в городе важны только ключ, все остальное. Так там, считаю, он из частного сектора вытекает, как бы из горы. Да, там. Ну, свежие это нету результатов, но вот 2000 года или 99-го там написано в 3 раза нитраты превышены. Ну, может, очистился? Да? Может. Ну, я оттуда пил воду как-то не очень. По ощущению, с Важниновым ключом не сравнится. Ну да. Вот Маришка даже рассказывает, она на голоде, то, что была, когда пила. Я-то на сухую голодал, а она считает, воду пила. Пила вот из водицы, которую из ларьков я покупал. Ей, говорит, не напиваешься. Она, говорит, даже сладкая какая-то. Осложнена ключа, говорит, вообще выпил и сразу это. Уже поел. Реально, она живая такая прям. Ну да. Так, буй, прям чувствую, что я воду пью. Да, ну про Важнин-то вообще спору нет. Скользко какое-то. Остальные, они мертвые, пустые какие-то. Свадьба. Свадьба. Галина Петровна с Варварой едут. А поскольку вы голодаете? Ну я 7 дней голодал. Как, очистился? Да, вообще круто почистился. Ну я зимой, видишь, сложно голодать. Так я вот все каникулы, считай, дома провалялся, можно сказать. Проголодал, да? Но зимой, видишь, солнца не хватает, световой день короткий, холодно на улице. То есть кровообращение это замедляется, и поэтому, ну, все равно хотелось бы чиститься. После Абхазии какая-то была потребность такая. Вот, 7 дней поголодал. У меня тоже есть что-то застой какой-то, без солнца вообще. Ага. Так тяжело. Да, да, поэтому голодать лучше летом. Ну, денек-то можно. Горки, конечно, хорошо. Идти даже, бежать здесь приятно. Спускаться с Красной горки, с самой главной горы Старого Ижевска. Именно здесь была самая высокая точка. Ну а в ярмарочные дни вот по этой улице, переулок Горшечный, спускался огромный торг. И на перекрестке с улицы Базарной, ныне Максима Горького, устраивали главный базар. Когда домов там было немного, зданий каких-то
и все это превращалось в оживленную торговую площадь. И здесь тоже выставляли свои товары местные умельцы, в основном гончары. Вот, гончары, поэтому переулок и назвали Горшечный. То есть делали здесь крынки, вазы, горшки, тазы и прочую посуду, которая нужна была в повседневной жизни людей. Вот, ну, сейчас мы идем к базарной площади, к старой базарной площади, и оттуда спустимся к набережной. Вот когда строили дворец этот, его долго строили, и вот на углу напротив хлебозавода стоял дом купца. И в общем, Фредерис, ну, заболел этим делом, послали ученика. Он тихонько срезал и вырыл чугунок золотыми монетами. Да? И получил 22 тысячи советскими. А наши деньги это 22 миллиона сейчас? Ну я не знаю, я не считаю. Ну, большая, огромная. Надо работать. Волга стоила 9,5. В те времена уже было много. 2 Волги. Две Волги и еще Ну, квартира, наверное, как квартира может. Да еще, наверное, по Ижевску лежат такие клады с золотом. Да. Заработать себе, ну. Да, и чтобы уже творчеством только всю жизнь оставшуюся заниматься. Чтоб какой-то штаб там выстрелить будет. Дом природы купить и там центр культурный сделать. Да, и свой деревянный тоже построить. Да. Да, запись будет, останется. В прошлый раз, последний раз мы проводили, когда там было 36 человек смотрело в онлайн. Кто-то зайдет на пару минут там. Ну да, и не все полностью смотрят. Да, так представишь, смотреть просто люди. Да. Нет, запись, в чем удобно смотреть, ее можно же на быстрой скорости. Я вчера вот смотрел у Макса это выступление в арт-резиденции. Скорость сделал 1,5 и нормально, в 1,5 раза быстрее посмотрел. Ну так, я фоном включил просто и слушал, что он там рассказывает. Ну я многие так ролики смотрю на ютубе. Просто батарейка, блин, на грани почему-то. Вот с этими проводами беда. Может, он где-то сейчас держится в районе 10%. Ну уже достаточно. Ну да, сейчас уже там дойдем на открытие, да я уже, наверное, не буду дальше снимать. Уже 1,5 часа где-то, считаю, если разделяете там. А отрубилось было. Сейчас уже 1:12 идет запись. Такие видео удобно, что их монтировать потом не надо. Ты их, то есть, как бы отснял и все, и оно уже лежит. А когда ты снял там что-нибудь, какую-то экскурсию, монтаж еще больше времени занимает, чем сама съемка. Да, да. Технику вот здесь, да, еще недавно здесь стояли корпуса, остатки, точнее уже руины старого пивоваренного завода, и на этом месте, когда начали строить вот это кафе, разрывали площадку, равняли и нашли еще один клад, так и на этом месте. Не-не, это когда еще набережную делали. Там набережную делали, вот там. Там
там делали откосы, да, и там работали солдаты. И он экскаватором рыл, и вот коробка вывалилась. Ну, там серебряные монеты. И, в общем, потом тут устроили такой клондайк. Тут приезжали с миноискателями, бомжи с лопатами, рыли, кто-то что-то находил, не знаю, тут уже всяко разное. В общем, парень пришел, такая коробочка, я не знаю почему. Не знаю, сколько на серебро. Я вам что? Красную улицу еще есть. Да. Ходят. Любой дом практически сносит. Кстати, еще подклад есть так. Конвенционно стоял дом. Там жил умечком. Председатель уличного комитета, главный по улице. Была баня, уже 3 бани. Гнили и лавка. А лавка переносилась с бани в баню. Потом раз, открывается дверка у лавки. Там запор сгнил. И там коробка с катерининскими деньгами. Сотенные, двухсотенные. Я вот двухсотенных никогда не видел. Бумажные? Да. Ну что, он раздал? Нет. Там таких не было. Да. То здесь спустимся? Можно здесь, но тут тропинка идет, прерывается, и можно будет скатиться с горки. Вот есть желание скатиться с горки? На ногах. Паровозиком. Там можно на ногах, можно на попе. Да. Или давайте большую клеенку найдем и все сядем. Да можно скатиться, наверное, на ногах. Нет, зачем? Там же, по-моему, направо вот туда дорога есть. Нет? Да, давайте по короткой вот здесь узкой тропиночке пройдем. Где парень стоит. Да. Люди идут там. Ну и можно посмотреть, в принципе, на набережную сверху, во что она сейчас превращается. Один из первых фестивалей, который оставил Техникум-то наш преобразился. Фест. Он никогда не был такой красивый. Скульптуры в ряд идут. Сзади у него никогда не был фасад отремонтирован. Практически из металлолома наши местные умельцы сделали вот ряд композиций. Да. В прошлом году, теперь уже 2018. Нет, где-то есть старта. Там 2 вышки. Ижевский смысл получил название фестиваль. А вообще один из самых первых фестивалей на набережной состоялся в районе Вшивой Горки, вокруг Дворца пионеров в 1992 году. Там до сих пор сохранились скульптуры с того фестиваля. Назывался он «Ижевская коллекция». Там, кстати, принимали участие скульпторы из Шри-Ланки, из Сирии, из Санкт-Петербурга, ну, естественно, ижевские авторы из других городов. Всего было тогда 13 скульпторов. Это абстрактные фигуры, которые там? Да, это фигуры Венеры, удмуртская Венера, там есть фигура, художник из Шри-Ланки изобразил. Затем фигура Пегаса, ну, правда, она до нас не дожила, Алексея Чувашова, художника нашего ижевского. Фигура, как же там называлась, Казимир Малевич Великий Удмурт, была такая скульптура, Великий Удмурт Казимир Малевич. Ну и ряд других композиций. Вот, до сих пор они стоят, украшают сквер около Дворца пионеров, вот эти вот знаменитые скульптуры. Кстати, они стояли из этого фестиваля также у центральной гостиницы на центральной площади и в сквере около Музея изобразительных искусств, там тоже с этого же фестиваля. Но не все дошли до нас, некоторые фигуры были из металла, и некоторые местные жители пришли и сдали их на металлолом совсем скоро. Вот, а часть просто вандалы сломали вскоре. Тем не менее, некоторые уцелели. И связанная интересная история с этим фестивалем была, когда 13 человек, во-первых, чертова дюжина, да, люди, художники, люди суеверные, вот, они говорили, что это чертова дюжина, что-то не то, и действительно, неделя за неделей каждый из скульпторов болел по очереди, и все они за лето переболели. В сентябре закончился этот фестиваль, и как он закончился? Каждый день туда приходила женщина рядом со строительной площадкой к Дворцу пионеров и обливалась холодной водой, местная жительница.
приходила, обливалась водой. А один день она не пришла. Они посчитали, что все, на этом фестиваль нужно заканчивать. Это послужило моментом к тому, чтобы вот финал подвести. Это вот сами художники говорили. Там, кстати, об этом. стояла еще одна глыба, вот 14-я. Около 20 пионеров проходило, рубили. Да. Вот 14 почему-то не нашли, она так и осталась, потом ее куда-то увезли. Было 14 камней, кстати. Не доделали? Нет, она вообще бесхозная осталась. Ага. Да. То есть вот еще одна потерянная глыба, так называемая. Я не знаю куда, ну потом куда-то дели. Так, ну что? Сделали. Да. Все, теперь брендировано. Че, Маришка? Весна всегда здесь. Да, всегда сердце согревает. Сколько падений будет, Маришка, считай? Конечно, ну, смотрите сами. Во! Не, что-то не едут. Надо было на сумку. Вам тогда хорошее. по нераскатанному надо. Ну что, еще, кажется. Ты Маришка, ты готова? У тебя-то вообще все Да, у тебя все готово. Поехали? паровозиком. Подожди, Оля. Во. Я боюсь. Оля предводитель. Оля. Локомотив. Оля, не ждёт меня. О, Жопу больно. Не, я бегу. скорость звука преодолела. Ой, что-то выпало. Кошелек выпал. Кошелек выпал. И сзади катится. Еще что-то выпало. Ключи выпали. Ой, все выпало. О, вообще все попало. Вот вообще потеря. Сейчас собирать, да, по всей дороге. Я надеюсь. Не больно скатилась? Да, так кто тебе я увидела? Да, но в целом без экстрима. То есть, к счастью, все обошлось. Оля не Ну в первый что, раз, мы уже видимо, приходим. уже натренированная. И здесь уже начинаются скульптуры, правда, пока из металла, да, с того самого фестиваля Первым Фест. Он, кстати, 2 раза проходил у нас в Ижевске. Вот фигуры Щелкунчика, все вы видели их, Крысиного короля и еще один маленький Щелкунчик, Орехокол. А здесь логотип с надписью «Иж». Давайте посмотрим на него. Это перед ледяными скульптурами, чтобы вспомнить о других праздниках нашего города. Ага. Смотри, как из металлолома преображается пространство. Делают авторы. В том числе баки, детали мотоциклов и автомобилей ижевского производства. И с обратной стороны фотографии с видами конвейеров. А вот такие опытные образцы машин типа багги были у нас, производились на автозаводе. Правда, несколько опытных экземпляров было. Ну, вот один из них пошел на металлолом и решили, дабы не выкидывать, установить здесь на набережной.
А так это прототип какой-то? Это прототип, модель такая опытная, экспериментальная. То есть действительно такие они планировали внедрить в производство. Они имеются в виду конструктора, автозаводы. А еще здесь на набережной множество родников, как вы знаете. Родник Стива Джобса. Да, но носят названия разные. В основном полковницкие ключи их называют. Вот один из родников получил имя Стива Джобса. Да, вот этот родник. И, кстати, именно из родника Стива Джобса скульпторы здесь на набережной склеивают ледяные фигуры вот, водой вот из этого родника. Ну, а Стиву Джобсу, как вы знаете, причислено звание почетный удмурт. Вот. Фортепиано с Петром Ильичем Чайковским. Нет, там его лицо, изображение. Вот некоторые скульптуры еще не завершены, но все их, дабы не лазили на них, оградили вот такими вот заборчиками небольшими в этом году. И на них указаны таблички с названиями. Сейчас будет много человек, давайте договоримся, что встретимся, вот будем идти, смотреть, либо держаться все вместе, либо у последней фигуры встретимся, которая будет в этом ряду, дабы вот все посмотреть и последовательно друг за другом. А на главной площадке сейчас уже начался концерт, выступает группа «Вербное воскресенье». По ходу мы еще и послушаем песни. Она бы там все было. Да, вот есть. Смотрите, авторы из Рязани, из Невьянска совместно делали скульптуру. Да, обычный фрагмент из подъезда. Кстати, у нас же проходит еще и проект «Ижевские подъезды», тоже в клубе Антей, вот тему. Фигура матери. А второй дома микрофон. Вообще, стоит сказать, что в этом году тема фестиваля «Мой родник». Так заявлено в нашем роднике. В прошлом году «Мой дом в Удмуртии» тема называлась. И в этом году второй раз мы такой удмуртский лед. Да. Здесь Я вот напишу тоже статью про это. воплощена идея родника. Но у каждого родник вообще свое понимание. Для некоторых родник это вообще родник. Слово род. Мам, пошли. Я тут... Да? А вот он, Фим, кстати, садится в машину, может его поймаем еще. Там эстонец интервью дает, давайте с ним тоже. Познакомимся с эстонцем. Настоящий живой. Да. Да, Что, кто? Он, кстати, этот травму вчера эстонец? получил. Да. Да. Но он все равно часть живой стиль. Вот мои родники. Здесь тема заключается в том, что Маугли с волками со стаей волков становится как бы членом стаи, они его принимают. Мы с тобой одной крови, ты и я, помните? Да. Вот. И с ним они стали одной крови, с волками. То есть не родники, а родники Да. здесь. И концерт группы «Воскресенье» начался. Вербное воскресенье, да, мы слышим. Он в машину садился сейчас, Фима. Да, он сейчас до площади поедет, до Михайловской. А вон он сидит. Вон он в машине сидит. А тут читать родные, да? Родные. Говорю.
Так лампочка моргает на видео. Да. Да, здорово. Привет, Кость. Костя, Троллей Ижевск. какой это Костик? Я его знаю. Так он наш. Он наш. Костя, а фамилия? Да? Да. Северск. Точно, объятий. Это что они делают? Опять же ангельская тема, да, присутствует здесь. Преемство. Я тоже, Максим, вчера здесь была, часов 6-7. А мы позавчера приходили. У меня здесь этот провел. О, еще одна наша. Смотрите, еще наши. Кикантей! Кикантей. Не слышат? Бабушка. Мы отсюда кричали. Здравствуйте. Куда вы пошли? Здравствуйте. Нас там искали на пруду. Мы уже решили гулять. Да. Это же все чудесные. Это все наши. Да. Они на маршрутах. И этого с собой регулярно взяла. ходят, да. А это вот сказка. Как хрусталь. Да. Здесь авторы из Красноярска решили адаптировать удмуртскую сказку про березу. Помните ту самую, которая выполняла желание для старика? Ну это вообще какое-то чудо. Это шедевр. Медведи. Здесь, говорят, российский гуру ледовой скульптуры режет. Это, наверное, его. Красноярск. 2. Да, кстати. Здравствуйте, дорогие гости и участники фестиваля. Может, зайдем в палатку, пообщаемся. Давайте постучимся. поздравим. Всем-то не рады будут, наверное. Нас много слишком. Да. Перед вами выступит музыкальный проект «Вербное воскресенье». Город Древо жизни, вторая, если от сцены. Хорошо, отличная организация, теплое такое. Приняли нас, вообще очень хорошо. Понравилось. Как ваша работа называется? Древо жизни. Древо жизни? Понятно. Получается, 5 дней делали. 5 дней делали. Вдвоем? Да, по 2 человека. Ну, все подходят. А вы тут соединялись в разные города? Как вы так У соединялись? меня напарник с Йошкар-Олы, Владимир Антропов. Мы как бы здесь встретились. Ну так-то мы общаемся. На нескольких фестивалях по дереву встречались. Ну, только не в команде, 2 раза. А в Томске мы с ним в команде были. И вот сюда в команду. Вы эскиз заранее думаете? Конечно. И он, и вы? Сперва, нет, эскиз был его. Сперва называется тема. После темы скульптора думают, рисуют, эскиз отправляют. Если понравился организаторам, приглашают, и потом этот эскиз надо воплотить в жизнь. И стараемся максимально точно с эскизом сделать. Давайте на память сфотографируемся. Максим! Максим! Зови! А можно с вами на память всем сфотографироваться? Да, можно. Что тогда с вами? Девчата, идемте? Идемте с нами? Идемте сюда, сфотографируемся. Идемте. ближайшее время, ближайшие 1,5 месяца регулярно проходить
Кучнее, кучнее, ребята, кучнее. Обнимашки, обнимашки, обнимашки. Приветствую. Привет, можно? Конечно. Я туда тоже запрыгну. Оп. Тоже в историю хочешь? Да. Такой фотограф пришел. Крутой? Конечно, это из известий. А где мы найдем, Андрей? Где на сайте у кого найдем это? Сайтики Контей. Спасибо и вам. Давайте Приветствую. Приветствую. На сайте здесь возьмете? Хорошо, хорошо. Известия Удмуртской республики. В городе Королеве, а как по всяким разным местам по дереву, вообще-то я по дереву больше работаю. Мы общались уже лет 5 как общаемся, когда он просто себе напарником меня позвал. И вот я приехал. У вас скульптуры во всей Восточной Европе и в Северной Европе. Я и по Европе очень много хожу. Весной тоже сейчас два мероприятия в Германии, один во Франции. Сейчас будет подряд. Тогда в Эстонии. Там дерево будет. Ну, там и дерево, деревянная скульптура будет, да. Потому что ледовых скульптур вообще-то не особо много делают. Но там разница не особо большая, инструменты почти те же. А много ледяных скульптур вообще делают вот в Европе, в других странах? Делают, но не так уж много. То есть у нас Ижевск, он отличается, да, в этом плане, наверное? Россия, скажем, Россия отличается. В России очень много его делают. А где вы в России еще участвовали? По льду нигде. Впервые? По льду впервые. А по дереву, например, праздник топора в Томске. Понятно. И тогда еще некоторые частные проекты. Круто, поздравляем вас со льдом. Да, поздравляем. Спасибо. Как работа ваша называется? Перезагрузка. Перезагрузка? Да. Вот у человека иногда бывает тяжело идти куда-нибудь к речке, ноги в воду засовывать, так думать. А кто автор идеи? Кирилл? Где Кирилл? Вот сейчас покажите нам Кирилла. Кирилл, сейчас он убежит. Поздравляем вас, поздравляем. Спасибо. Удачи Вам вам. здоровья. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. И настроения. Спасибо за работу. Всего доброго. До свидания. А что все видели, что Эстонии, Райва. Да, ну круто. Давайте вот к Каравелле подойдем.
Оператор. Да заслушался Олю. Они перезагружаются. Ой, как красиво. Видишь, женщина-то в манистах. Значит, удмуртская женщина. Ой, осторожно, у нас тут лёдик. На видео плохо видно скульптуры. Да, это муж с женой стали медведем. Приветствую, Павел. Ты в костюме? Да. Национальном, шаманском? Да, национальном. Я не вижу, как прочитать-то я вам. Здорово. У нас экскурсия идет, вот онлайн снимаем еще. Пришли на фестиваль тоже. Оттуда еще сверху идем все. Ладно, рад был видеть. Всего хорошего. Пока. Давайте поздравим. Спасибо, одна из лучших. С коллегой из Тольятти с вашим пообщались, Да. тоже сказал. А вы автор А самого давайте к этой эскиза, работе да? подойдем, может быть, сфотографируемся. Давайте. Очень. А вы там марийскую тематику, да, национальную изобразили? Да, вроде. Вот корни, это как купол земли, а то корни. Стол, это женщина с мужчиной, семейный аппарат. Очень красиво. Вокруг них, там большая ветка, это как солнце или бесконечность. Листочки, там веточки, яблоки, это дети, внуки, правнуки, там все это, ну вот такая. И голубки, как Святой Дух. А голубки это как получается... Как генетическое дерево там. Да, это Ягоды, генетическое дерево. да, А птички это мирное небо, так сказать. Или ну, каждый может по-своему это трактовать. Ну что, кикантей. Давайте встаем на групповой снимок. Да. Кикантей. Слава, автор. Это культурно-исторический клуб Антей. Приветствую. Максим Веревкин. Да, он с той удачи, тоже знаком. Вы-то идемте тоже к древу жизни. Маришка, Я сфоткала. Андрей, не хотите? Все, сфоткали. Идемте. Сфоткали. Группа «Верхнее воскресенье». Дорогие гости и участники фестиваля «Удмурт» и Да, мы в деревянной Ванды Охе, там, в этом, Шабаксару, ну мы второй или третий год. Молодец. Нашли второго участника. Давайте, два автора, идемте с нами. Да. Мы от ваших работ никак не отходим. Вставайте снова. Вообще нам очень нравится ваш замысел. Сергей Геннадьевич. Кто с нами? Саша Конегин. К нам. Я вам всю фотографию испорчу. Конечно. Такой мастер наш. Мы вами тоже гордимся.
Кто нас Я фоткает? пойду не режу. Мария, Я баб кто нас писал в фотографирует? детстве. Снежно. Нет, нет. А по дереву Славик, сфотографируй нас. Нет, не то же самое. Курский лед не был бы возможен без поддержки администрации, главы и правительства Удмуртской республики, администрации города Ижевска, и группы «Творческая дача». Что там нажать? Скажите, там черный. Так, а так это же видео поможет. Это видишь, это видео? Да, вверх наверх. Да. Да, что не то нажал. А вот за. Сопли. Холодно, что ли? Маришка. Идем. На древо жизни. Кому смотреть? Давайте что-нибудь крикнем на память. Поздравляем! Ура! Вот Спасибо. Спасибо. Друзья, группа «Верное воскресенье» представляет рождественскую музыкальную программу. Собирайтесь около сцены. Программу вещает Макс Веревки. Я уже подзамерз. Чувствую. Что-то еще с утра нету тепленького-то. Ездик, там уже проходили мы его. Видите, он несет на себе. Дом поднялся. Да, то есть он управляет человеком. Замедление и создает. Ветер, да. Эл — это ветер. Пойдемте дальше, осталось вылет. Молодцы, девчонки. Мы гордимся вами. Город Александр, Волга. Карелия? Да. Да. Тихо. Лес, да? С рыбами. Скорее всего, кораллы. Подводный мир такой, да? Это русалка, да? Богиня мать, которая под водой живет. Бык — это ож, да. Какой был раньше? Мы сейчас экскурсии по городу ходим. Мария Салаватова и Рустам Исмагилов. Да. Да, может быть, она здесь, кстати. В общем, Ош — это бык, который живет под землей в мироздании.
Я уже скоро сам в скульптуру превращусь ледовую. Может, тебя намотать как-то шарфик не так гламурно, а функционально, намотать на уши. Не, он спасает. Да не, у меня руки замерзли, ноги больше замерзли. Максим, есть? Я думала, что не мерзнешь никогда. Не. Бычий город. От слова Ош. Да, от слова Оша произошло. Это как Да, Челубея и Пересвета. Знаменитая картина. Пока-пока. А вот он, Ижевский ангел. Видимо, так. Оригинален. Ангелы, архангелы Михайловского собора и будут там, появятся. А здесь это уже авторское видение этой темы. Ввиду всех остальных. Он позднее всех пришел, еще вечером его вчера не было. Да? Ну, вчера получилось проще, но тоже по-своему интересно. Мы всем Да. видели его еще здесь, он не восставит. Да, Так, ну что, давайте отойдем и подведем итог сегодняшнего фестиваля. Или свой фестиваль. Еще Славе. А? Славе еще. Да, и Слава ходит здесь. Сейчас подойдет. Доставай, Оль. Фишку у него? Да. Он выиграл фишку. Да, вот. Ты тоже выиграл от Сергея Геннадьевича фишку. Поздравляю Славу с победой. Поздравляю, Слава! Поздравляю тебя с Новым годом. Это выбирай-ка вы Да, выбрала и- его, да? Да, и вот вручаю тебе пусть в твоей жизни, 16 человек участвовало в конкурсе, и ты выиграл. Вот сборник стихов великого удмуртского поэта Флора Васильева. Очень хороший. Пусть удача весь год сборник. также не покидает. Вкус Да? солнца, и пусть в твоей жизни будет больше солнца, радости и тепла. Вот. Да, и сегодня было. Точно. Не с утра, даже когда мы ходить начали, солнце было яркое. Вот. Сегодня такая экскурсия у нас насыщенная. Посмотрите, сколько площадок мы посетили. Начали с разделяйки, кто в начале был. Затем мы на центральной площади погуляли, посмотрели ледовые скульптуры, новогоднюю елку главную нашей в Удмуртии, которая сейчас у нас. Фестиваль ангелов и архангелов. Познакомились со скульпторами, художниками, зашли даже в храм, посетили Михайловский собор. И посмотрели и послушали, как проходит здесь праздник. И Удмуртский увиделись лед. с авторами Да, этих и работ. самое главное, познакомились, пообщались с авторами этих великих произведений. Мы Да? гордимся Ижевском еще больше. Да, Ижевском и всей России, поскольку так создают только наши И всем умельцы. миром, почему эстонцы тоже. Ну и эстонцы тоже наши, тоже финно-угры. Вот, Ну так что, что наши free donation земляки. надо? Да. Вот, подводим итог. Вот, Ну, зрителям тоже спасибо, что-нибудь да. скажи нам. Спасибо зрителям, которые нас смотрели сегодня. Вот, мы начинаем танцевать, обратите внимание, и вы за кадром тоже так же присоединяйтесь и танцуйте, чтобы согреться. Да, и приходите сюда, конечно же, обязательно. Да. Спасибо всем.